Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Мы поговорим сегодня с координатором Центра информирования и предоставления услуг при примарии города Тараклия, специалистом по связям с общественностью Александром Буремечковым. Здравствуйте. Добрый вечер. И с председателем Ассоциации примаров Тараклийского района, заместителем председателя Ассоциации примаров Республики Молдова, примаром коммуны Виноградовка Татьяной Цуркан. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. Кроме того, обсуждать тему передачи и предложить возможные варианты решения возникающих проблем нам помогут эксперты республиканского масштаба. На прямой связи из города Кишинев экономический эксперт в реализации реформы публичного управления из Института развития и социальных инициатив, сокращение ИДИС, Вииторул, Анатолий Молдаван. И Корнелия Михалакюаи, координатор контроля эффективности и социальных инноваций Центра электронное правительство Е-Гувернари. С какими проблемами сталкиваются жители Басарабяски, обращаясь в эти структуры? Что, по их мнению, нужно и можно менять, а также опыт одной из европейских стран в этой сфере в сюжете наших коллег. Давайте посмотрим. Сегодня редко можно встретить человека, который бы ни разу не обращался в местные органы публичной власти или различные госструктуры для получения каких-то справок либо документов. Еще реже можно найти гражданина Молдовы, который бы остался абсолютно доволен скоростью и качеством обслуживания в этих учреждениях. Процесс сбора пакета документов иногда вполне можно назвать хождением по мукам. Жителей города Басарабяска эта проблема тоже касается. Если нет очереди, все делается быстро, но если очередь, то приходится ждать очень долго. Можно целый день потратить, чтобы получить один документ, бегать в один конец города, потом в другой конец города. Иногда бывает так, что ходим целый день и не решаем ничего. То одного человека, не то второго нет. И бегать, искать, это все очень трудно. Когда идешь вот эти документы собирать, там стоишь долго, не знаю, там. А здесь дают одно, идешь потом подпись туда, вот другой кабинет. Короче, вот эта беготня. Похожая на нашу систему подготовки и выдачи различных справок, сертификатов и других официальных бумаг когда-то существовала и в Польше. Но сегодня об этом даже не вспоминают. Все вопросы, связанные с оформлением документов, можно решить в одном месте – в бюро обслуживания жителей, которые существуют во всех административно-территориальных единицах. В городе Люблин с населением около 400 тысяч человек их несколько. Urząd Miasta, tym samym otwierając takie biuro obsługi mieszkańców, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Центра обслуживания клиента образуется для того, чтобы приближить администрацию к жителю города, чтобы ему было гораздо удобнее. И из того тоже практика открытия точек по всех спальных районах. В бюро можно сдать документы и получить в кратчайшие сроки разрешение на строительство, оформить удостоверение личности и водительское удостоверение, решить вопросы, связанные с пропиской, налогом на недвижимость и другие насущные проблемы. Существующая в бюро система электронной очереди минимизировала время получения административной услуги до 10-15 минут. В бюро действительно работает принцип одного окна. Если для получения какого-либо документа необходимо собрать справки, это делает сотрудник, обращаясь к базе данных. В Молдове центры информирования и предоставления услуг, работающие по принципу единого окна, были открыты при поддержке USAID в 3 городах – Тараклия, Синжире и Архей. Руководство Басарабяски также надеется получить финансирование в рамках данного проекта. Сегодня у нашей примарии нет средств для вот этого открытия единого окна. И нужно перестроить работы всего аппарата примарии. На будущее мы предусмотрели это, но это нужно нам выиграть этот проект. И я надеюсь, что в сотрудничестве с УСАИДом мы все же откроем это единое окно, так как это будет удобно всем гражданам нашего поселка. Жители Басарабяски идею упростить процедуру получения документов полностью поддерживают. Чтобы не ходила вот туда в райисполком, там по соцфондам, туда надо ходить, сюда, потом собирать опять сюда идти. Так человек пришел, знает, что в одном здании можно решить очень много вопросов. Это было бы намного удобнее. Думаю, можно было бы объединить все эти структуры, и, чтобы меньше терять времени, можно было бы в одном месте все решать, все вопросы.
В развитых странах на административные услуги населению уходит от 4 до 10% от общего объема государственных расходов. В развивающихся, к которым относится и Молдова, от 7 до 22%. Опыт Польши по предоставлению услуг и информации в органах публичного управления, безусловно, успешен. Татьяна Дмитриевна, я знаю, что Ассоциация примаров Республики Молдова организовывает семинары и тренинги в различных странах Европы по обмену опытом в работе органов публичного управления. Скажите, а вы бывали в Польше? Вот можете ли вы сказать, что принцип единого окна, я замечу, работающий принцип, это пример реализации или внедрения реформы публичного управления? Значит, я посещала Польшу в 2010-2012 году. Хочу заметить, что в рамках наших посещений Польши не было акцентирована именно эта работа. Значит, последний раз я в 2012 году была в Польше в составе делегации Министерства регионального развития. Мы смотрели именно изменения, которые происходят в региональном развитии. Но принцип работы единого окна я видела в коммуне Кумпана, Жудец-Констанца в Румынии. Значит, в этой коммуне работает очень ярко работает этот принцип единого окна. Коллега наша, примар Марьяна Гыжу, значит, поставила на такой уровень работу этого окна, что люди, и мы имели встречи с людьми, люди очень положительно отзываются о работе, о такой форме работы в органах публичного управления. Дело в том, что я понимаю так, что имея в работе вот этот принцип единого окна, позволяет улучшить качество предоставляемых услуг населению. Скажите, а как там проходила работа? То есть какие документы, может быть, выдавали ей? Значит, у них полностью компьютеризирована полностью вся информация по каждому жителю. Кстати, коммуна Кумпана имеет 15 тысяч жителей. Значит, в компьютере занесена полностью вся база данных о каждом подворье. И каждый человек мог получить любую справку, не ходя никуда в другую инстанцию, как у них прямо у входа с правой стороны есть вот это даже изображение этого единого окна. Человек подходит, показывает свой паспорт по идентификационному коду, ему находят буквально все интересующиеся его справки. Скажите, а вам не рассказывали, может быть, как там они пришли вот к внедрению этой реформы? Значит, как им удалось это все осуществить? Это коммуна, которая носит звание европейского села. Значит, и в этой коммуне работают именно европейские проекты. Проекты, которые позволили... Все это было сделано в рамках большого европейского проекта, что позволило им получить технику, потому что есть там проблемы. Есть проблемы для того, чтобы заработало такое окно. Необходимо иметь не только помещение, необходимо иметь и технику, необходимо иметь обученных людей и так далее. Значит, сначала надо начинать с человеческого ресурса, потом с материальной базы, а потом уже, соответственно, с предоставлением услуг. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Александр Иванович, вы дипломированный специалист в области государственного управления. По вашему мнению, каким должен быть уровень и качество предоставляемых услуг органами публичной власти вот в идеале? Что для этого необходимо предпринять, чтобы граждане нашей страны смогли получать услуги и информацию, как в европейских странах? Ну, к сожалению, в Республике Молдова качество предоставления услуг в целом по всей стране далеко от идеала. Существует много препятствий в получении качественных услуг. К ним я могу отнести такие, как продолжительность, безразличие, дезорганизация, низкая информированность населения, бюрократия, а также получение какой-нибудь информации. Скажу больше, Республика Молдова находится, получение разрешительных документов на строительство находится на 172-м месте. Если сравнивать с Грузией, она находится на 2-м месте, а Германия на 12-м месте. Это, скорее всего, обусловлено тем, что для получения данного вида услуг или, к примеру, других услуг, наш гражданин вынужден скитаться в очередях, искать то учреждение, которое ему необходимо в различных частях своего населенного пункта.
теряет он очень много времени. Также я считаю, что недостаточна информированность клиента на получение услуги. Нет такого информационного гида, если бы он его открыл, то он увидит там, какой пакет документов ему необходимо собрать перед тем, как пойти в госучреждение. Чтобы он несколько раз не ходил в это учреждение, он должен иметь такой информационный гид. Один раз прочитал, все, пошел с пакетом документов, который ему необходим. Также я считаю, что устарел в Молдове реестр всех данных, устарело оборудование, оно уже как бы старенькое, нужно обновлять оборудование. И немаловажная, на мой взгляд, самая важная задача, которую необходимо решать в Молдове, и проблема, которая есть, это ограниченное общение, обмен данными между местными органами власти и деконцентрированными службами. Если мы хотим жить по европейским стандартам уровня предоставления услуг, не только европейским, но и мировым стандартам предоставления услуг, я считаю, что необходимо проводить тщательно и пошагово реформы в данной области, чтобы местные органы власти и, к примеру, наш Центр информирования и предоставления услуг имел более тесное сотрудничество с деконцентрированными службами всего района. Скажите, вы можете оценить, как внедряется сейчас именно у нас в Молдове эта реформа публичного управления? Ведь начала она реализовываться еще с 2005 года. Если она начала реализовываться с 2005 года, то это очень долгий период. Сегодня уже 15-й год, это прошло 10 лет, от таких центров, профессиональных центров, открылось всего 3 в Молдове. Это Тараклия, Аргеев и Сенжирей. Я считаю, что недостаточно проделана работа в этой области. Необходимо работать, необходимо изыскивать средства, работать с проектами и брать пример с других населенных пунктов в Молдове, которые уже внедрили данные проекты Центра информирования и предоставления услуг, и внедрять у себя в населенном пункте. Спасибо. Татьяна Дмитриевна, вы как считаете? Значит, я просто хочу уточнить некоторые вопросы. Значит, вообще в 2005 году была написана стратегия децентрализации, но имплементировать ее, внедрять ее мы начали буквально несколько лет. И еще хотела бы я сказать, что не так у нас плохо все, потому что на сегодняшний день в социальной службе, в Министерстве труда уже есть такая система, которая уже работает. Значит, каждый бенефициар, наш бенефициар, значит, который хочет получить какую-то помощь, социальную, ту или иную помощь, значит, они занесли в базу данных всех потенциальных бенефициаров. Значит, я буквально сегодня столкнулась с тем, что эта программа у них уже внедрена. Каждый социальный ассистент может зайти в эту программу. Просто я хотела бы сказать, что Александр Иванович правильно говорит, что у нас устарела база данных. Там у людей высвечиваются земельные участки, которые они давным-давно продали. То есть изменения в реестре данных не произошло. Там есть у людей когда-то в молодости была автомашина, но она и сегодня числится. То есть это наверное, движение всех материальных, моральных, всех этих изменений, которые происходят в номере, в идентификационном номере каждого бенефициара, не внесены своевременно. Это, наверное, будет сейчас создавать какие-то проблемы. Но уже мы имеем шаги. Я считаю, эти шаги правильно. Они, может быть, мелкие, но мы не можем сегодня отрицать то, что у нас двинулось. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Я хотела бы узнать мнение Анатолия Молдаван. Как происходит процесс внедрения реформы публичного управления в нашей стране? Какие шаги были осуществлены и в каких направлениях? Ведь подписанное и ратифицированное соглашение об ассоциации с Европейским Союзом предусматривает внедрение этой реформы. Напомнили, что есть стратегия децентрализации, которая была одобрена, утверждена давно. План действий на 2012-2015 год. 2015 год заканчивается, и вообще-то Республика Молдова подписала соглашений. Но это не задание, это мы должны выполнять свои требования. Есть стандарты. Если мы хотим жить качественно, мы хотим жить хорошо, так мы должны выполнять все, что требуется для человека, для гражданина.
могу сказать, если можно упростить некоторые документы. Вот смотрите, уже 20 лет у нас бюллетень, да? Поехали, посмотрели, что бюллетень очень красивый. И когда внедрили в Республике Молдова, появилась вот эта портянка. Почему? Потому что Молдова не была готова к использованию таких документов. Теперь уже у нас есть эти технологии, так уже пора уже, как говорится, вот эту портянку убрать. Это я говорю один документ. Если идем в примарию, говорят о составе семьи, о местожительстве. Люди добрые, у нас есть паспорт. Мы пришли, показали паспорт, это документ, который везде есть. Но у нас еще по-старому течет кровь, которая не изменилась. Принеси справку, дай справку. И поэтому я, когда говорю, что упростить, работать, это все зависит от социума. Мы те же люди, граждане этой республики, и когда мы приходим к власти, мы живем, то есть старыми нашими понятиями. Теперь, что я могу сказать? План действий есть, мы знаем, что мы хотим. Так кто будет выполнять эти задания? Опять же мы. И я хочу сказать, что работая я в мэрии, подписал соглашение о сотрудничестве Лешновола. Есть такая город или Джмина. Так там они говорят, там я говорю, 3 девушки такие очень энергичные, и они подписали, они говорят так: Анатолий, ты не думай, что в Польше везде так, как у нас. Там тоже есть такие, выбрали, сел на стул и ждет, чтобы танцевали вокруг. Здесь в зависимости тоже от руководителя. Есть очень много зависимости и от руководителя министерств, от руководителей департаментов. Я вообще-то хочу сказать, что очень хорошо, что есть такая передача, вот, на которой мы участвуем. Потому что мы показываем хорошие практики, а хорошие практики наш институт берет, то есть и мы создаем брошюру, делаем фильм и показываем, чтобы вот это под копирку, чтобы мы использовали и делали в нашей республике. Текст соглашения об ассоциации содержит следующие пункты. Модернизация коммунального обслуживания, включая внедрение и претворение в жизнь электронного правительства в целях увеличения эффективности предоставления услуг граждан и сокращения затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельностью. Скажите, какие шаги были предприняты в области внедрения электронного правительства и какие услуги сейчас вы предоставляете, кто ими пользуется и каковы его преимущества и недостатки? Мы работаем при государственной канцелярии и являемся неотъемлемой частью реформы государственных услуг и госадминистрации. Конечно, мы занимаемся определенной конкретной компонентой, технико-технологической компонентой. Наш мандат, наше обязательство внедрять стратегическую программу, начиная с 2011 года, стратегическую программу по технологической модернизации управленческих процессов. То, что мы создали за эти 4 года, это самая важная инфраструктурная компонента, это общеправительственная инфраструктура, которая должна и помогает уже секториальным учреждениям, центральной госадминистрации и, надеемся, и местной госадминистрации внедрять электронные, транзакционные, информационные электронные услуги. То есть то, что на сегодняшний момент есть, мы уже идем даже, скажем так, впереди нашего плана действий, нашего графика. Внедрена вся инфраструктура электронной аутентификации и идентификации, внедрена инфраструктура по электронной, по цифровой подписи, мобильной, в мобильном формате, то есть на сим-карточке, и в обычном формате, цифровая подпись с токеном. Мы внедрили также государственный портал услуг, госуслуг, предоставляемыми государственными учреждениями центрального уровня. Это портал servici.gov.nd. Он уже оперирует больше 3 лет.
с мая 2012 года. На портале есть две части, информационная и интерактивная. В информационной части граждане могут найти паспорта, то есть детальная информация о том, что вот коллега из Тараклии только что говорил, есть вся абсолютно детальная информация, кто предоставляет услугу, в какой период, какие документы первичные нужно принести, когда работает департамент, есть ли эта услуга в электронном формате и так далее. То есть на этот момент у нас 443 паспортов госуслуг, очень детальных, предоставляемыми учреждениями центральной госадминистрации. Также есть интерактивная компонента, на которой сейчас в портале вы найдете 105 электронных государственных услуг, предоставляемыми органами центральной власти. Мы ожидаем в следующей версии нашего портала интегрирования электронных услуг, предоставляемыми местными органами власти, а также паспорта детальные по услугам, которые предоставляются органами местной власти. С этой точки зрения мы сотрудничаем интенсивно с партнерами, которые работают с органами местной власти, и уже готовы 100 таких детальных паспортов. Ожидаем от коллег из Тараклии такие же паспорта с описанием детальным описанием услуг, и обещаем интегрировать в наш портал, так как начиная с 2016 года портал будет иметь и модуль по услугам, предоставляемым органами местной власти. Информационная поддержка населения, свободный доступ к информации о работе органов публичного управления и предоставляемых услугах, о чем говорили наши эксперты, это составляющая первоначальная ступень внедрения и реализации реформы публичного управления. В районе Шалданешты был разработан свой подход в этом направлении. Смотрим, что у них получилось и в каком виде внедряется эта реформа. Уже третий год. Каждый четверг люди приходят и консультируются у специалистов из различных бюджетных учреждений района. 2 раза в месяц здешняя мобильная группа отправляется в сельские местности, чтобы предоставить информацию, необходимую гражданам. Некоторые примары серьезно относятся к этой помощи. Для населения это действительно является помощью, так как им теперь не нужно приезжать в район, совершать дополнительные затраты. Другие примары не хотят, чтобы мы выезжали на территории. Члены бюро отметили, что в последнее время чаще всего приходят молодые люди. Они интересуются существующими рабочими местами в районе и предпринимательством. Так как они не имеют доступа к информации всех областей, здесь они получают надлежащие объяснения. Подоходный налог лиц, осуществляющих деятельность в других населенных пунктах, не поступает в Приморию. Однако, когда нужно возвращать неправильно рассчитанный налог, средства выделяются из местного бюджета и из Примории. Насколько успешно вы решили данную проблему? Не думаю, что она решена. Мы получили информацию, что это предусмотрено законодательством. Надеемся на изменение данного закона. Значительная часть бенефициаров запрашивает более подробную информацию о предоставлении социальной помощи. Причина тому то, что люди не находят работу и не в состоянии себя обеспечить. Они хотят знать, какие документы необходимы и куда нужно обратиться, чтобы получить помощь со стороны государства. Cei mai des sunt persoanele în vârstă care doresc să vină la acest birou. Чаще всего в бюро приходят пожилые люди. Они больше доверяют нашим ответам. Мы даем им конкретные ответы и отвечаем на любые вопросы. Un răspuns concret și adică le răspundem la orice întrebare. На территориях они не получают конкретных ответов. Primesc un răspuns concret, dar получают, но нашим ответам они доверяют больше. Sunt mai încrezuți în răspunsurile noastre. С начала своей деятельности в Совместном бюро информации и услуг было зарегистрировано почти 1400 граждан. По данным специалистов, число бенефициаров постоянно растет. Статистика показывает, что большинство вопросов к специалистам бюро поступают во время их выезда в населенные пункты.
У меня вопрос к эксперту Идис Вииторл. Господин Молдаван, как вы считаете, работа органов публичного управления, то есть этого бюро по информированию и услугам в районе Шалданешты, можно назвать реализацией или внедрением реформы публичного управления? Отвечает ли существование и работа этого бюро требованиям и нормам реализации этой реформы в нашей стране? Говорим про услуги, качество для наших граждан. Вот у вас в студии примар Цуркан Татьяна, примар Виноградовки. Я думаю, когда она на своем месте, она отвечает всегда на все вопросы, куда обратиться, какие документы, потому что это ее каждый день, и даже, наверное, 24 из 24. Но мы, когда говорим, что в Шалданештах сделали выездная мобильная группа, это, мы говорим, это один из механизмов для того, чтобы приблизиться к человеку. Молдова подписала соглашение и утвердила. Есть об местном самоуправлении, которое Европа еще утвердила в 1985 году. И там говорят, что процесс принятия решений надо приблизить ближе к гражданину. И поэтому, когда у нас сейчас идет процесс децентрализации, мы говорим, а что мы сделали? То, что мы сейчас информируем, получили справку, вообще-то надо, чтобы человек получил качественные услуги. А когда говорим качественные услуги, это есть, у нас делятся на две части. Качество услуг – это когда удовлетворяем потребности человека. Он пошел в примарию, получил ответ, позитивный или негативный, но он зато получил ответ, и он получил, то есть удовлетворил свои требования. Есть другая сторона качества услуг. Это идет, даже будем говорить про воду. Или она в Брюсселе, или она в Кишиневе, или она в Тараклии. Это вода, это идет химический состав, и она есть. И если там, где в селе идет один раз в неделю вода, или там, где идет 24 из 24, и человек недовольный, вот здесь вот мы смотрим, какие качества услуг. И поэтому, когда мы говорим, что мы сейчас предоставляем единое окно, это очень хорошо, это механизмы, это мы должны приблизиться к человеку. И это мы, как говорится, поэтому и мы на этой передаче. И, конечно, Идис Виитору участвует совместно с Консилиумом Европы, мы собираем хорошие практики. И в этом году, то есть вот эта практика Староклея, она входит в хорошие практики, даже с инжирей. Единое окно. Оно идет, брошюра будет создана, мини-фильм, и там, где хотят что-то создать, пожалуйста, открываются двери. Те, которые хотят, приезжают в мэрию, смотрят, говорят с примарем, говорят с работниками. Поэтому хорошие практики надо распространять. Те, кто не хотят, там ничего не будет. Поэтому желаем успехов те, кто хотят, и надо находить, еще здесь мы говорим про бюджет. Вот сейчас идет реформа и бюджетной сферы. Бюджеты у нас, знаем, что у нас очень такие, как говорится, только, самые, если говорим, там в Европе, там получают и для проектов дотации. У нас бюджет, и для того, чтобы сделать проект, это нужны деньги. А вообще-то надо зарплату выплатить, надо заплатить за воду, надо заплатить за электроэнергию. Поэтому это идет все параллельно. И люди, когда приходят, им все равно, кто там выдает справки. Или это идет компетенция правительства, или это идет компетенция местного самоуправления. Он обратился, первый кто? Примария. Дайте мне, пожалуйста, эту справку. И вот здесь вот надо, я уже говорю, стратегия децентрализации, надо, чтобы она была выполненная. Для того, чтобы поднять качество услуг для населения. Спасибо. Госпожа Михалакиуаи, скажите, связана ли каким-то образом работа Шалданешского бюро по информированию и услугам с вашей деятельностью? Каким образом? Если не связано, то почему? Бюро по информированию, по предоставлению услуг связано каким-то образом с информационными системами, с информацией, с содержанием, через которое идентифицируются граждане или экономические агенты, которые запрашивают определенные услуги. То, что есть на сегодняшний день, вся инфраструктура по идентификации, по уведомлениям, базы данных, интероперабельность между базами данных, то, о чем сегодня несколько
несколько раз уже отмечали мои коллеги. Мы на сегодняшний день работаем над очень большой программой, очень важной, трудоемкой инициативой, которая называется «Государственная программа по интероперабельности информационных систем». Это позволит реформировать государственные услуги, во-первых, повысить их качество, понизить их продолжительность, понизить само число государственных услуг, так как в реальном времени государственные учреждения центрального уровня, десконцентрированные местные органы власти смогут обмениваться данными, запрашивать данными, иметь доступ к информационным системам. То есть вот эта платформа существует уже 1,5 года. На сегодняшний день на основе этой платформы обменивается данными, пилотирует обмен данных в реальном времени 15 государственных структур. И мы ожидаем в следующие 2 года, чтобы все структуры центрального уровня, следующие годы и местные власти имели доступ к этой платформе и на основе платформы имели возможность обмениваться информацией и необходимыми данными для предоставления услуг в реальном времени. То, что сделает возможно, даже если мы говорим о физическом пространстве, об единых центрах, или если говорим о виртуальном пространстве, то есть когда граждане, не выходя из дома или из офиса, имеют доступ к какой-то электронной услуге, они смогут быть обслужены достаточно быстро и качественно. Нас часто спрашивают, у вас показатель эффективности — это как много больше электронных услуг? И мы всегда отвечаем, что нет. Показатель качества и эффективности — это, во-первых, понижение числа услуг, то есть оптимизация услуг, упрощение, оно должно уменьшить вот это число, которое у нас на сегодняшний день, 587 государственных услуг. Их слишком много, и часть их должна быть удалена в течение вот этих нескольких лет реформы госуслуг, которая началась в феврале 2014 года. То есть процессы должны быть упрощены, реформированы. Услуги, которые предполагают, что граждане или экономические агенты просто циркулируют, да, вот как наши граждане из Тараклийского района только что рассказывали вашим корреспондентам, что они как почтальоны ходят от одного учреждения к другому. Вот посредством этой платформы интероперабельности мы хотим удалить часть таких услуг, которые практически можно назвать спекулятивные услуги. То есть это одному государственному учреждению, органу власти нужны данные о вас, как о гражданах или об экономическом агенте от другого государственного учреждения. И, конечно, то, что мы сейчас внедряем, позволяет, чтобы государственное учреждение через информационные системы запрашивало напрямую данные об этом человеке, о гражданине или об экономическом агенте, дабы они были получателями качественных услуг, а не почтальонами между государственными учреждениями. Мы партнеры с Бюро информационных услуг в местных органах власти, хотя наш главный мандат — это центральная реформа госуслуг посредством электронного преобразования, то есть это инфраструктура, которая уже функционирует, уже оперирует, она предоставляется в свободном режиме и на очень выгодных условиях всем органам местной власти и абсолютно бесплатно органам центральной власти. Эта инфраструктура должна быть переиспользована, то есть ее ценность и выгода будет получена гражданами и экономическими агентами только тогда, когда как много больше электронных услуг будут внедрены, и граждане смогут не бояться, будут достаточно фамильярно себя чувствовать с электронными подписями, дабы запрашивать эти электронные услуги напрямую из дома, да, посредством компьютера, или, если они не так фамильярны с информационными системами, запрашивать услуги в этих общих бюро. Но само бюро даже в физическом пространстве нуждается в информационной системе, оно нуждается в доступе к базе данных с реальными проверенными данными. И именно наши системы информационные, которые сегодня уже внедрены и просто ожидают интегрирования информационных систем из местностях, они позволяют обмен правильными данными в реальном времени.
Спасибо нашим экспертам из Кишинева. Татьяна Дмитриевна, как вы оцениваете существование и работу такого бюро в Шалдонештах? Насколько успешен такой опыт и стоит ли его применять в других городах нашей страны? В чем его плюсы и минусы? Значит, я не эксперт, чтобы оценивать работу такого окна, но я думаю, что где-то нам он не совсем подходит. Почему? Потому что сегодня мы говорим конкретно о информационном поле. Значит, у нас есть центр информирования в Тараклии. Я бы хотела, чтобы у нас был такой центр на уровне, значит, всех служб, которые будут для сельского населения, потому что больше всего по дорогам ходит сельское население. Вот это вот окно, которое приходит конкретно в сообщество, в Приморье и встречается с людьми, я не знаю, не могу посчитать его эффективность, но, по-моему, не всегда они тоже будут обладать всеми данными, всеми значит, запросами, которые есть у нашего населения. Поэтому наверняка необходимо сделать какую-то значит, объединение в базу данных буквально всех децентрализованных структур. Значит, это данные по каждому жителю нашего района. И когда мы сможем в Приморье, значит, обратиться к этой системе и сможем ответить на любой вопрос нашего сельского жителя, вот тогда мы скажем, что это успех. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Александр Иванович, что вы думаете о таком примере внедрения реформы публичного управления? И какую альтернативу предлагают органы публичной власти в Тараклии? Я считаю, что любой новый подход в предоставлении услуг – это уже успех. И наши коллеги с Шалдонешт предприняли свои попытки создания такого центра, выездного центра. Ну, им, скорее всего, виднее, как лучше предоставлять услуги своим же гражданам. Правильно это или неправильно, это все зависит от результата. Если люди действительно получили результат, получили услугу необходимую, то это уже успех. Что касается Тараклии, с 27 июля 2013 года наш город является подписантом соглашения с USAID. В рамках этого проекта мы работаем с проектом по поддержке местных органов власти. Данный проект предусматривает сотрудничество в 3 областях. Это общественно-муниципальные услуги, финансовый менеджмент и эффективное управление энергетическими ресурсами. В рамках данного проекта в феврале 2014 года к нам пришло письмо от LGSP с предложением открыть центр информирования в Тараклии. Конечно, мы согласились об этом, дали положительный ответ, и 18 июля 2014 года примар города Тараклии Сергей Филиппов и директор LGSP господин Скотт Джонсон подписали меморандум, соглашение о сотрудничестве, открытия такого центра в Тараклии. Такое соглашение было подписано также и в Аргееве, и с Инжиреями. С момента подписания данного соглашения и до его открытия в феврале 2015 года проводились неоднократные тренинги с будущими операторами данного центра. Тренинги проводились международными экспертами из Боснии и Герцеговины, из Румынии, а также местными кишиневскими экспертами из компании BRC. Совместно с ними и специалистами Приморьи мы разработали положение функционирования данного центра информирования и предоставления услуг. Также мы разработали паспорта, о которых мы говорили ранее. Каждой услуги, у нас 23 услуги, каждая услуга имеет свой паспорт. Также мы разработали информационные гиды каждой услуги. У нас есть должностные инструкции новые операторов центра и координатора центра информирования. У нас есть схемы получения каждой услуги. То есть все сделано для удобства граждан при получении любого вида услуг, который может предоставить наш центр. Все эти документы вошли в одну большую папку, она называется «Операционное руководство Центра информирования».
Я считаю, что миссия нашего центра по предоставлению качественной информации успешна, и предоставление публичных услуг физическим и юридическим лицам оказывается довольно профессионально. С момента открытия нашего центра с февраля 2015 года мы обслужили более 6 тысяч человек. В сравнении с предыдущим годом это на 25% больше. Хочу сказать более того, что мы на 17% больше обслужили юридических лиц, то есть бизнес-сообщества. Спасибо, Александр Иванович. Об итогах работы мы поговорим чуть позже. Да. Центр информирования и предоставления услуг в Тараклии, как говорил Александр Иванович Буремечков, был открыт в феврале. О первых итогах работы этого центра мы посмотрим в нашем сюжете. 4 оператора в зале. Никаких очередей и шума. Слышен разве только гул от работающих компьютеров и постукивание по клавиатуре. Спокойно, размеренно, без суеты люди подходят к окошкам со своими вопросами. Иван Воинский сегодня пришел за разрешением на размещение торгового объекта. Документ, который нужно обновлять каждый год. Перекинувшись парой фраз с оператором, он пишет заявление на получение необходимого документа. От момента подачи заявления до получения разрешения проходит не более 10 минут, и нужный документ в руках. Мы работаем с 2012 года в Тараклии, и каждый год мы должны получать данное разрешение. Сейчас же, конечно, все происходит гораздо быстрее, в считанные минуты. Если мы раньше получали это разрешение в течение не более 20 дней, то сейчас буквально в течение 5-7 минут данное разрешение уже получено. Весь перечень документов, необходимых для получения такого разрешения, уже давно есть в базе данных центра. Продлить его действительно не займет много времени. Однако при вновь открывающемся объекте, допустим, торговли, и возникают сложности, рассказывает Татьяна Бурлакова, сотрудник налогового отдела при мэрии. Чтобы получить это разрешение, необходимо предоставить оператору центра разрешение других служб, чей порядок выдачи тоже регламентируется временными сроками. Мы замечаем, что есть затруднения в получении санитарной авторизации, санитарно-ветеринарного разрешения или, например, если это новый объект, это ввод в эксплуатацию данного здания. Потому что все эти управления, у каждого есть свой регламент выдачи этой справки, у некоторых это 7 дней, у некоторых 10. И поэтому, в принципе, по закону о внутренней торговле наше разрешение выдается в течение 20 дней. Но если все эти инстанции были пройдены, и мы можем выдать разрешение гораздо быстрее. С момента открытия центра прошло около полугода. За это время было обслужено около 7 тысяч человек. Практически столько же, сколько и за аналогичный период прошлого. Однако изменился показатель качества. Скорость обслуживания возросла до 40%, говорит примар города. Главный принцип, которого мы добивались, и главный результат, которого мы добились, что люди не стоят под дверьми у наших сотрудников. Если раньше все сотрудники были размещены в 11 кабинетах, то теперь, создав центр, эти сотрудники находятся в 2 кабинетах, и человек, пришедший в примарию, достаточно быстро обслуживается, не ходит по кабинетам, по этажам и не ищет того или иного специалиста, потому что все люди в одном месте. Как известно, предела совершенству нет. Показатели качества и спектр предоставляемых услуг можно и нужно увеличивать. Правда, для этого необходимо преодолеть препятствия, получить доступ ко всем базам данных, а сделать это можно только с разрешения правительства. Сейчас Центр информирования предоставляет более 30 видов услуг, 65% из которых бесплатны. Александр Иванович, продолжим тему об итогах работы нашего центра. И было сказано, что центр сталкивается со многими трудностями в работе, что он не работает на всю силу. Скажите, пожалуйста, вот с чем связаны эти трудности и что нужно делать? К сожалению, для идеальной работы Центра информирования есть определенные трудности. До открытия нашего центра, я как говорил, что мы
написали соглашение о сотрудничестве с деконцентрированными службами, мы им отправили этим службам вот эти данные соглашения, чтобы они с ними ознакомились, и если они будут согласны, чтобы их подписать. Но, к сожалению, что-то пробуксовало, видимо, какие-то законодательные базы не позволяют это сделать, и мы не подписали данные соглашения с этими службами. Конечно, это большой минус, потому что это немножко не облегчает задачу нашего центра, немножко ужесточает эту задачу. К примеру, если для получения разрешения на деятельность необходимо санитарное разрешение от Центра общественного здоровья или Управления по безопасности пищевых продуктов, а также экстрасно виды деятельности и виды услуг от кассы от регистрационной палаты, у нас нет такой базы данных, и люди вынуждены будут ходить по инстанциям, собирать этот пакет документов и приносить его нам. Если бы у нас была такая база данных, мы бы спокойно по идентификационному номеру предприятия или человека мы бы открыли, если есть документы, если они действительно срок давности не истек, то мы не будем отправлять клиентов в деконцентрированные службы, чтобы он подготовил полный перечень документов. Я считаю, что это минус, и над этим надо работать, и законодательная база должна улучшиться, и правительство должно предпринять какие-то меры в этом направлении, реформировать данные реформы и принять такие законы, чтобы у нас была такая база данных. Спасибо, Александр Иванович. Госпожа Михалакиоаки, какие меры должны быть предприняты, может, вот о чем говорил Александр Иванович, в рамках законодательства, чтобы наладить работу центра, потому что центр работает, но оказывается не на полную силу, и чтобы он смог предоставлять услуги на более высоком уровне? Ну, речь не только об изменениях в рамках законодательства, наверное. Проблема, наверное, покомплекснее, скажем так. В первую очередь, сам обмен данных, он имеет несколько этапов, несколько компонент очень важных. То есть это есть сама техническая, технологическая компонента. Нужно посмотреть, если государственное учреждение, местной власти в этом случае, имеет все необходимое, да, на техническо-технологическом уровне, чтобы иметь доступ к платформе по обмену данных. Два, как и правильно пометил наш коллега в Тараклии, если есть сама база данных в электронном формате, доступная с правильными, проверенными, реальными данными. Дальше, конечно, есть уровень организационной интероперабельности. Вот это взаимодействие, чисто юридические моменты, это уже соглашение об обмене данных между самими учреждениями. Вот это самые важные такие моменты. То есть нужно обратиться, скажем так, к правильным партнерам, нужно обратиться к правильным учреждениям и составлять соглашение по обмену данных так, чтобы местный орган власти на самых выгодных условиях заключил это соглашение по обмену данных и получал необходимый доступ к данным. Есть разные компоненты, не знаю конкретную ситуацию каждого бюро, конечно. Иногда сталкиваемся с такой ситуацией, что проблема элементарно в политической воле определенного учреждения, да, не давать доступ к данным, которые учреждение считает своими, или вокруг которого учреждение государственное центрального уровня, например, построило практически бизнес-модель, то есть учреждение продает данные. Да? Мы на этот момент вот именно с такой моделью боремся, считая, что обмениваться данными госучреждения и центрального, и местного уровня должны в реальном времени и бесплатно, чтобы не повышалась сама стоимость услуг и для учреждений, и для граждан. То есть нужно анализировать, конечно, детально проблему, но мы приглашаем коллег из Тараклии обратиться к нам и посмотрим, может, сможем пилотировать на этом этапе, на первом этапе существования и операбельности нашей платформы взаимодействия, обмена данных, может, сможем пилотировать вот такую интересную модель обмена данных между органом местной власти и дисконцентрированным или центральным органом. Органы
Органы публичной власти должны быть открыты для жителей сел, городов, районов и республики в целом. Государственное управление не должно быть бюрократизировано, оно должно служить интересам жителей, поскольку финансируется не за счет правительства, а за счет каждого гражданина. И вложенные деньги необходимо вернуть путем предоставления качественных услуг. Такое мнение высказал глава делегации Европейского Союза в Молдове Пирко Топиола, уточняя, что только в 2012 году Европейский Союз выделил 30 миллионов евро на реформу органов публичной власти. Сегодня эту самую реформу мы обсуждали с гостями в Кишиневе. Экономический эксперт в реализации реформы публичного управления из Института развития и социальных инициатив ВИИТОРЛ Анатолий Молдаван и Корнелия Амихалакюай, координатор по мониторингу и оценке Центра «Электронное правительство» Е-гувернаре. И в Тараклии координатор Центра информирования и предоставления услуг при примарии города Тараклия, специалист по связям с общественностью Александр Буремечков. Спасибо вам, Александр Иванович. И председатель Ассоциации примаров Тараклийского района, заместитель председателя Ассоциации примаров Республики Молдова, примар коммуны Виноградовка Татьяна Дмитриевна Цуркан. Спасибо вам большое, Татьяна Дмитриевна. Я благодарю вас за участие. Это была передача «Альтернативы». Каждую неделю в таком же формате, но в другом составе журналисты 10 региональных станций Молдовы будут искать альтернативы нашей сегодняшней жизни, ее устройству. Ведь каждый из нас достоин лучшего. Всего доброго. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.